В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. В Якутии начали перевозки жизнеобеспечивающих грузов по сезонным дорогам. Всего в этом сезоне запланировано доставить более 700 тысяч тонн различных грузов от топлива до продовольствия. Награды в преддверии праздника в Доме правительства номер 1 наградили журналистов в честь предстоящего Дня печати. В Якутске презентовали книгу «Витус Беринг. Рождественские чудо-сани», написанную школьниками. В издании представлены рождественские сказки, созданные на реальных исторических событиях XVIII века. Профориентационные и космические стажировки, экскурсии по музеям, выставки о жизни и деятельности космонавтов. Якутия готовится к предстоящим королевским чтениям. Трасса, пункты для обогрева спортсменов и эмоции после финиша. Завершился 5-й экстремальный марафон «Полюс холода Аймикон». Глава Якутии проверил региональное отделение Государственного фонда «Защитники Отечества». В центре Айсан Николаев пообщался с сотрудниками и руководством организации, участниками спецоперации и родными бойцов, которые сегодня пришли в фонд за помощью. Напомним, что филиал начал свою работу с 30 мая. С момента начала работы филиала за помощью и содействием в решении различных проблем обратились свыше 3700 граждан из числа участников СВО и членов их семей. Всего поступило более 10 тысяч вопросов. Основная задача фонда – персональное социальное сопровождение ветеранов специальной военной операции и семей погибших участников. На сегодня можно сказать, что 8800, более 8800 вопросов решены, это более 80%. То есть они решены положительно. Мы плотно работаем с органами исполнительной власти республики, с муниципальными образованиями, ну и в первую очередь с военкоматом республики Саха-Якутия, с военными частями, где ребята служили. Ну и сложные вопросы уже, все обращения идут у нас через военную прокуратуру. В республике провели анализ клиентоцентричности электронных и цифровых сервисов. Айсан Николаев напомнил о том, что цифровая трансформация является одним из важнейших направлений деятельности государства, одной из национальных задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным. В 2024 году планируется дополнить мониторинг цифровых сервисов освещением проводимой работы ведомствами на своих официальных порталах. Важно довести до клиентов результаты выявления и изучения их потребностей. Это приведет к улучшению качества работы цифровых сервисов и повысит уровень доверия граждан к государственным органам. В Якутии начали перевозки жизнеобеспечивающих грузов по сезонным дорогам. Всего в этом сезоне запланировано доставить 731 тысячу тонн различных грузов от топлива до продовольствия. В целом в перевозках планируют задействовать свыше 700 единиц автотранспорта. Автоземники работают примерно до 6 месяцев в зависимости от погодных условий. Максимальный тоннаж на них составляет от 3 до 40 тонн. В период закрытия навигации по ним доставляют продукты питания, топливо, стройматериалы и другие жизнеобеспечивающие грузы. А на переправе Хатас-Павловск через Лену повысили грузоподъемность до 40 тонн. Изменения действуют с 12 января. Ранее грузоподъемность до 20 тонн увеличили на автозимниках в Кобяйском и Усть-Майском районах. Между тем, сегодня по инициативе Управления автомобильной дороги Вилюй совместно с управлением ГИБДД провели на 25-м километре автомобильной трассы Вилюй профилактическую работу. В рамках безопасности дорожного движения и оповещения участников движения всех водителей автотранспорта предупредили быть более внимательными из-за погодных условий и недостаточной видимости. С началом текущего года на территории республики произошло 16 дорожно-транспортных происшествий. Пострадало 30 человек, в том числе 4 человека погибло. Основной причиной является несоблюдение скоростного режима. Как мы знаем, да, центр притяжения у нас город Якутск. Да, и выезд с города Якутска у нас Вилюйская группа улусов движется. Да, это возьмем от Горного Улуса до города Мирного. Да, вся часть передвижения в эти улусы движется вот по этой дороге. И вот эта дорога обеспечивает все те Вилюйскую группу улусов, так сказать, и движение населения, и перевозку грузов, жизненное обеспечение. Вот, поэтому сегодня вот выбран именно этот участок. Потому что все водители проезжают именно по данному участку, через эту точку. В Мирнинском районе сократился уровень безработицы по сравнению с предыдущими годами. Если год назад в базе данных числились 380 безработных граждан, то сегодня это число составляет 308 человек.
Подробности смотрите далее. За прошлый год в Мирнинский филиал Центра занятости населения за содействием в поиске подходящей работы обратилось более 1000 человек. Всего было трудоустроено 560 человек. На постоянные рабочие места устроились 417 безработных. В настоящее время в базе данных размещено 1488 вакансий на 2427 рабочих мест. Так как градообразующим предприятием нашего района является акционерная компания «Алроса», основная часть вакансий – это вакансии в промышленность. Также требуются педагоги, врачи, охранники. Через Центр занятости можно пройти бесплатные курсы профессионального обучения. За 2023 год обучение прошли 142 безработных граждан. Из них на сегодня трудоустроено 80 человек. Особое внимание уделяется участникам и членам семьи участников специальной военной операции. Мы им помогаем трудоустраиваться. Также они через нас могут пройти профессиональное обучение. Предоставляем услуги психолога по профессиональной ориентации, социальной адаптации и психологической поддержки. В летний период по программе временного трудоустройства ежегодно охвачиваются и несовершеннолетние граждане. Только за прошлое лето было охвачено 805 детей. Также Центром занятости оказывается финансовая поддержка для открытия собственного дела. Поддержку получили 18 начинающих предпринимателей. Я благодаря этой поддержке, этой программе, получил денежные средства на приобретение оборудования и материалов. Я закупил швейное оборудование и то есть, частично сами материалы. То есть и у меня бизнес, связанный с разработкой и изготовлением женской одежды, поэтому, собственно, вот ткани и фурнитура тоже за счет этой программы я приобрел. С этого года вступила в силу новая версия закона о занятости населения. Основные новшества в правилах для рынка труда коснутся выплат по безработице, борьбы с нелегальной занятостью и регулирования платформенной, а также правового статуса самозанятых. Анна Васильева, Мирный. Свою 302-ю годовщину празднуют и работники органов прокуратуры России. Свыше 400 сотрудниками по сей день обеспечивается защита прав граждан в нашей республике. Только за прошлый год прокурорами по всем направлениям надзора выявлено и пресечено более 100 тысяч нарушений закона. Восстановлены права 15 тысяч граждан. Надзорным сопровождением охвачены практически все сферы жизнедеятельности и процессы, происходящие в государстве, республике и муниципальных образованиях. В суды направлены 7 тысяч исков и заявлений, поддержано государственное обвинение по 6 тысячам уголовных дел. Рассмотрено 24 тысячи обращений граждан. Также в суд предъявлено свыше 1000 исков в части охраны экологических прав и защиты природоохранного законодательства. Прокуроры продолжают ежедневно осуществлять работы по надзору над исполнением законов. Как и прежде, основной нашей задачей остается обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности и, конечно же, защита прав и свобод граждан, государственных интересов. Мы поздравляем всех наших коллег, желаем всем крепкого здоровья, успехов и больших профессиональных успехов в служении закону. Отдельные слова благодарности хотелось бы адресовать ветеранам ведомства. Ведь их высокое чувство долга является примером преданности делу и по сей день помогает нам. 13 января в России отмечают День печати. В Доме правительства номер 1 в торжественной обстановке наградили журналистов, а также работников телевидения, радиовещания, интернет-СМИ, работников типографий и газет. Подробности смотрите в нашем материале. Теле- и радиовещание, интернет-издания, а также типографии и газеты. Все их представители отмечают праздник День печати. Сегодня прошло награждение отличившихся работников, которых отметили грамотами главы Якутии, благодарственными письмами и нагрудными знаками. Звание заслуженных журналистов Республики Саха-Якутия из рук заместителя председателя правительства Анатолия Семенова получили Сардана Баснаева из газеты «Саха-Тире» и Федор Рахлеев из газеты «Кым». Ну и хочу, пользуясь случаем, поздравить всех ветеранов, всех работников этого направления. Якутия – самый читающий регион. Мы выпускаем очень много книг, наша компания «Аяр». Мы выпускаем газеты, журналы, у нас очень много интернет-изданий и действительно развивается блогинг. Республика быстро строит интернет, и у нас очень мощное такое общество.
читающая и пишущая. Я считаю, что это правильно, большая школа, столетняя история у нас. По информации председателя Якутского отделения Союза журналистов России Олега Маркова, в Якутии на сегодняшний день зарегистрировано 208 средств массовой информации, 92 издания, которые печатные. Этот год для якутской журналистики юбилейный. 65 лет исполняется Союзу журналистов, первое заседание которого состоялось 13 марта 1959 года. Мы гордимся именем нашего знаменитого земляка Василия Васильевича Никифорова Кюльмир, видного политического и общественного деятеля Якутии начала 20 века, который принимал непосредственное участие и оказывал решающее влияние на тематику и содержание практически большинства первых газет и журналов Якутской области. В этот день свои награды получили представители федеральных средств массовой информации, Якутской республиканской типографии имени Юрия Алексеевича Гагарина, медиахолдинга «Саха Медиа», издательства «Саха Печать», национальной вещательной компании «Саха» и многие другие. Очень рада за высокую оценку моего труда. Спасибо всем, особенно моим героям сюжетов, передач, фильмов. Я очень волнуюсь, и я очень рада, что столько лет работаю на телевидении и готова дальше продолжать. Получить отличника всегда приятно, потому что это, наверное, какое-то выражение достижений, да, на нашем не самом легком иногда информационном фронте. Особенно благодарность получил от Единого координационного центра, от руководителя, как человека, который бывал, наверное, в зоне проведения специальной операции, что очень-очень сильно приятно. Завтра, в День российской печати, состоится вручение наград от Союза журналистов по номинациям «Золотое перо», «Золотой микрофон», «Дебют года» и другим. Вероника Таюрская, Джоустан Иннокентьев, Якутск. Презентация книги, посвященная российскому мореплавателю Витусу Берингу, прошла в историческом зале Национальной библиотеки Якутии. Мероприятие прошло накануне Всероссийского дня печати. Над созданием книги работала большая команда. Отмечу, что зарисовками и написанием текста занимались и учащиеся столичной школы номер 5. В книге описываются исторические события начала XVIII века, главным героем которых является Витус Беринг. Как отметила Анна Борисова, проектом они занимаются 4-й год. В 2021 году мы выпустили по результатам нашего исследования первый исторический календарь. И потом мы этот календарь представляли на круглом столе городскому сообществу, Амиконскому сообществу, вообще республике. Рассказывали, говорили о том, что, оказывается, наши научные исследования действительно нас привели к первой школе, которая была открыта при Спасском монастыре. Профориентационные космические стажировки, экскурсии по музеям, выставки о жизни и деятельности космонавтов – это лишь часть запланированной программы школьников подготовки к королевским чтениям 2024 года. 12 января отмечается 117-летие со дня выдающегося конструктора и ученого Сергея Королева, и в честь знаменательной даты развернулась выставка. Подробности далее. Макеты ракет, космокостюмы, разработанные школьниками, и погружение в невесомость. Это и не только представлено на выставке. Все изделия коллекционировались на протяжении 9 лет. Они разработаны школьниками, которые проходили обучение в аэрокосмической школе «Арктика и космос». Помимо этого представлены разнообразные научные проекты. Всевозможные проекты, связанные с лаптевоморскими моржами, это уже такой масштабный проект. В 2020 году наша ученица в компании с учениками по всей России открыли новый остров и назвали его в честь Германа Титова, советского космонавта. С 2022 года в Якутске проводятся межрегиональные юношеские научные чтения имени Сергея Королева. В этом году они пройдут во время весенних каникул школьников. Работа будет идти традиционно по нескольким секциям, начиная от информационных технологий, заканчивая молодежным дизайном в космическом стиле. Будет, посвящена выставка «Году семьи». Здесь у нас будут представлены, уникальные фотографии из архивов космонавтов, семейные, да, и космонавтов, и наших партнеров, а также наших выпускников, которые обучались по нашему проекту «Космические профессии. Опережающая подготовка кадров».
Гаврил Парников вместе с большой командой чуть больше года занимаются разработкой уникального проекта – высокотехнологичного аппарата первого якутского микроспутника «Сулус-1». Мы собираемся запустить спутник в космос. Чтобы узнать точные его данные, возможности, которые предоставляет сам спутник, мы должны знать точные характеристики его орбиты, на что он способен, как долго проживет. Дальнейшие планы разработки по микроспутнику являются создание прототипа и проведение наземных испытаний в рамках летней аэрокосмической школы «Арктика и космос». Организаторы отметили, что ежегодно количество участников в королевских чтениях растет. В прошлом году приняли участие школьники и педагоги из других регионов, в том числе из города Троицка и Красноярска. В этом году планируют приехать из Москвы, Санкт-Петербурга и Костромы. Даяна Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. На телеканале НВК «Саха» со следующей недели стартует новый сериал на якутском языке «Только ты». 21-й по счету телесериал является драматическим, основные действия которого разворачиваются в Якутске в наши дни. В центре внимания судьбы молодых людей и отношения семей. Съемки происходили в столице региона в прошлом году. Сериал состоит из 16 серий, каждая из которых будет идти в течение 38 минут. Новый сериал можно будет посмотреть на канале НВК «Саха» с понедельника по четверг в 21:00. Это семейная драма, события разворачиваются в наши дни. И надо сказать, что у Ольги Ушницкой это ее первый сериал, получается ее дебют, первый сериал, поэтому мы все волнуемся и всех телезрителей призываем смотреть наш сериал каждый день, в будни с понедельника по четверг после вечерних новостей. Открытие спортивных залов гимназии Алдана, средних школ номер 20 и номер 10 Якутска, а также спортивного комплекса в селе Хатасы планируют в январе текущего года. Спортзалы укомплектованы всем необходимым оборудованием для занятий разными видами спорта. Они будут использоваться как для школьных занятий, так и для дополнительных занятий различными видами спорта во внеурочное время. В новом комплексе будут проходить тренировки сборных команд к предстоящим 8-м международным спортивным играм «Дети Азии». С 2014 года бассейн «Самородок» стал базой Республиканского центра адаптивной физической культуры и спорта. В том же году был возведен пандус, с помощью которого посетители на инвалидных колясках могли попасть на первый этаж. Все это время спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата мечтали о том дне, когда в «Самородке» появится лифтовой подъемник. И сегодня этот подъемник был торжественно запущен в эксплуатацию. Подробности в следующем материале. Адаптивная физкультура и спорт развиваются в нашей республике очень давно. Правительство и общественность прилагают множество усилий для того, чтобы спорт и физкультура стали доступны как можно большему количеству человек. Несмотря ни на что, ни на болезнь, ни на ограниченные возможности здоровья. У нас здесь колечники более 10 человек постоянно занимаются, постоянно ходят. Не только на плавание, на бассейн ходят, но и занимаются в спортивных залах, в тренажерном зале, в универсальном зале занимаются. Ну и при проведении соревнований тоже, да, для колясочников у нас немало соревнований проводится, в том числе у нас соревнования для колясочников по боче проводятся, по настольному теннису. Достигли того уровня о том, что для колясочников мы создали условия для посещения вот нашего объекта. Правительство в лице Министерства по физической культуре и спорту приложило немало усилий для того, чтобы лифтовой подъемник появился в Центре адаптивной физкультуры. И надеется, что его появление привлечет еще больше людей к занятиям спортом. Конечно же, будет огромной поддержкой именно для населения, особенно для маломобильных групп граждан. И мы уверены, что результаты наших спортсменов станут еще лучше. Наши спортсмены именно с поражением опорно-двигательного аппарата, особенности, добиваются очень больших успехов. Мы знаем, что у нас есть призеры, чемпионы паралимпийских игр, они наша гордость. Но больше всего появлению подъемника, конечно же, рады сами спортсмены. До появления подъемника им приходилось ждать помощи от сотрудников и инструкторов, и порой, чтобы попасть на второй этаж центра, необходимо было потратить полчаса. Сейчас же весь путь занимает несколько секунд. 10 лет мы ждали этого подъемника, и сегодня вот тот случай открытия этого подъемника, мы все рады и благодарим руководство Республиканского центра адаптивной физкультуры и спорта. Подъемник был переносной. И то он
ломался, не всегда работал. И, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить работников, инструкторов, всех, кто помогал нам для того, чтобы мы поднимались на второй этаж и спускались обратно. Новый подъемник – это еще один шаг в реализации программы «Доступная среда», чтобы, несмотря на все трудности, люди с ограниченными возможностями в нашей республике чувствовали себя полноценными членами общества. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. Завершился самый холодный 5-й юбилейный экстремальный марафон «Полюс холода Аймикон». Спортивное мероприятие посвящено Году семьи в России и Году детства в Якутии. В забеге приняли участие 38 спортсменов-экстремалов из 14 районов республики и 6 регионов страны – Владимировской, Кемеровской, Курской, Смоленской областей, Удмуртской республики и города Москвы. Из них 25 мужчин, 13 женщин. Старт спортсмены взяли в селе Аймикон от стелы «Полюс холода» и финишировали в селе Тамтор. Сегодня, по сведениям метеостанции, температура воздуха опустилась там до минус 55. Абсолютным чемпионом 5-го экстремального марафона стал 24-летний студент Константин Драгунов из Мегино-Кангаласского улуса, преодолевший первым дистанцию за 3 часа 7 минут. Пробежал свой первый марафон 42 километра. Я сам из Черепчи, представляю Мегино-Кангаласский улус, студент ЧГИФКИС 4-го курса. Я сам к марафону подготовился за 3 недели. До этого бежал средней дистанции 1500 метров. А вот последние 3 недели чисто к марафону готовился. Нерюнгринские спортсмены продолжают пополнять копилку ярких выступлений, заслуженных наград и званий. Наша съемочная группа встретилась с мастером спорта по Северному многоборью. Северное многоборье пользуется большой популярностью у жителей Нерюнгринского района. Спортсмены регулярно добиваются высоких результатов на чемпионатах и первенствах самого высокого уровня, защищая честь республики в составе сборной Якутии. Так, нерюнгринке Диане Павловой присвоено звание мастера спорта по Северному многоборью. С Дианой мы занимаемся уже больше 5 лет. До этого она тренировалась, училась в школе. Школа Арктика. Она там училась, она занималась у Алексеева Валентина Геннадьевича. Потом по окончании уже перешла в мою группу. Потом вот после игр Манчары с Бердигостя, Горного улуса, она заняла первое место, абсолютное первое место среди юниорок. Северное многоборье включает 5 дисциплин: тройной прыжок, бег с палкой, метание топора на дальность, метание тензяна на хорей и прыжки через нарты. Именно в дисциплине метания тензяна Диана Павлова стала чемпионкой России. Мой самый любимый вид – это метание аркана на хорей. То есть это технически сложный вид. Надо уметь раскрывать аркан, взрыв, мощь. Все вот это вот мне нравится. И вот именно этим видом я выполнила мастер спорта России на чемпионате России. Впереди у спортсменки новые старты и новые победы. Сейчас Диана активно готовится к спартакиаде по зимним видам спорта, а также к чемпионату России по Северному многоборью. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Численность волков в республике составляет около 120 тысяч особей и остается стабильно высокой, особенно на горно-таежной территории. Отмечается, что от имени главы Якутии Айсена Николаева в адрес руководителя Минприроды страны Александра Козлова направили предложение для увеличения сроков осуществления регулирования численности хищников. Специфика традиционных отраслей хозяйствования нашей республики такова, что домашнее оленеводство и табунное коневодство требуют круглогодичного выпаса животных. Ну а хищники приносят таким хозяйствам значимые убытки. В последние годы численность волков колеблется от 9 до 12 тысяч особей. Новая экологическая тропа откроется летом текущего года в питомнике лесных бизонов Усть-Ботома в Хангаласском районе республики. Сообщается, что тропа будет называться «В гостях у лесных бизонов». Она будет ориентирована на семейный туризм и включит в себя интерактивные элементы и историю появления бизонов в республике. По данным дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков, в прошлом году число лесных бизонов в республике составило 320 голов. Из них 42 телята, родившиеся в 2023.
К этому часу это все новости. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Хороших выходных.